Горный край, щедро одаренный природными красотами и древними памятниками Ингушетия. Самая маленькая и самая молодая республика в составе многонациональной Российской Федерации сегодня отмечает 29-летие. 4 административных района, 5 городов, свой гимн, символика, конституция. Сегодня Республика Ингушетия – полноправный регион в демократическом, правовом, светском государстве. Но прежде чем обрести свою государственность, ингушам пришлось пройти тяжелый путь. Отношения с великой державой у нашего народа складывались веками. 251 год назад Ингушетия добровольно вошла в состав России. Исторический документ о единении подписали 24 старейшины ингушского народа в 1770 году вблизи селения Ангушт на равнинной местности Барт-Боси, склон Согласия. В 2020 году была образована Горская ССР, в которую входила и Северная Осетия, и Ингушетия, в Центральном Владикавказье. То есть это уже первые шажки, получается, к ингушской государственности. И в этот момент начинают создаваться всевозможные институты, общественные институты, институты экономических, политических и других единиц, образовательные и так далее. 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область. Ингушская автономная область просуществовала относительно недолго, но за это время были созданы свои собственные институты, краеведческие музеи и так далее, открыта газета. Это были очень много разных шагов, которые фактически повлияли на все оставшееся, повлияли на ход истории, на то, что мы сегодня с вами имеем. Но уже в 1934 году Ингушетия и Чечня были объединены в Чечено-Ингушскую ССР. Тогда Ингушетия становится преимущественно аграрным районом, а административный центр, структурные органы и культурные объекты были сосредоточены в Грозном. Ингушский народ, национальное движение, интеллигенция, общественность, начиная с середины 80-х и до начала 90-х, вели активную борьбу за восстановление ингушской национальной государственности. Особую роль сыграл упорный, самоотверженный труд ингушских лидеров Бимбулата Богатырева, Мусы Дарсигова, Бексултана Сейнароева и других. И мы тогда доказали, что ингуши готовы отстаивать свои национальные интересы. И мы показали не только российской власти, но вообще всему миру, насколько высокая у нас политическая культура. Их деятельность, она увенчалась успехом, и 27 апреля 1991 году вступает в силу закон о реабилитации репрессированных народов. Осенью 1991 года Чечня объявляет о своем суверенитете. И уже в декабре 1991 года на всенародном референдуме подавляющее большинство ингушей голосуют за сохранение статуса российского региона. После многолетних усилий Верховный Совет России принимает постановление об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. 4 июня 1992 года становится самой значимой датой в истории Ингушетии. Закон Российской Федерации об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Исторический курган Абигув. Именно здесь ингуши впервые узнали о возрождении ингушской государственности, рассказывает очевидец событий Гурейш Ганиев. В 1992 году сюда съехались ингуши со всех уголков республики. Не все надеялись услышать благую весть. А когда озвучили постановление Верховного Совета страны, многие просто не могли скрыть эмоций. Радости не было конца, когда тебе дают жить самостоятельно, когда ты хозяин своему, хотя бы малому, но хозяин этому, что дается и со стороны государства, и со стороны других республик. Народ радовался, не было предела радости. И сейчас все это доказано на примерах. Все это доказано. Поля, республика, города, села строятся, процветают и будут процветать. Почему? Потому что когда в доме один хозяин, и он руководит хозяйством, хозяйство процветает.
С чистого листа начинается история Республики Ингушетия. Большой поток беженцев, отсутствие материальных средств, органов государственной власти, абсолютно неразвитая инфраструктура, большая нехватка медицинских учреждений и условий для оказания помощи больным, рассказывает заслуженный врач Магомед Базгиев. В 1992 году уже было разделение Чечено-Ингушской АСР на Ингушетию и Чечню. И с тех пор мне пришлось наблюдать за развитием нашего здравоохранения, что условия, конечно, с каждым годом у нас улучшаются. В отношении транспорта приходилось даже вроде бы недалекие годы, эти в 1977-1978 году, приходилось ездить на лошади, оказывать помощь, на тракторе, да. И вообще, даже тогда, когда была Чечено-Ингушская республика вместе, наш центр был в Грозном, но обеспечение больниц транспортом было плохое. У нас в Сунжинском районе, где я работал на скорой помощи, была одна машина, вот эта военная, как ее, таблетка. Одна машина на весь район. Сегодня в республике строятся больницы, амбулатории, даже в отдаленных селах. Появляются кареты скорой помощи. Врачи обмениваются опытом с коллегами из других регионов и даже стран. Проходят конференции, телемедицина. Сейчас условия в Ингушетии для обследования и лечения больных максимальные. Они практически все условия есть. Мы даже вот в нашей больнице, Назранской районной больнице, не ожидали, что у нас будет компьютерный томограф. Даже у нас есть, мы как-то возили, вот эти вот последние годы, возили больных, другие учреждения проходили. Сейчас в каждой больнице МРТ, КТ, пожалуйста, нет никаких проблем, занимайся с больным, и диагностика понятна, а раз понятна диагностика, тогда и лечение. Прекрасно. С начала 90-х в республике была большая нехватка школ. Детских садов совсем не было, рассказывает учитель русского языка в 11-й Назрановской школе Лида Ужахова. Когда я начинала работать, республики как таковой не было. Была Чечено-Ингушская, культурный центр находился в Грозном. И все учебные заведения были там. Ну, здесь были училища, но высших учебных заведений не было. Вся профессура наша была там. Ну вот, потом уже после образования республики, конечно, с геометрической прогрессией растут школы, детские сады, появляются новые технологии, компьютеризация. Развитие образования стало одним из приоритетных направлений для новой республики. 23 апреля 1994 года постановлением правительства России был создан Ингушский государственный университет. За последние годы у вуза открылись новые корпусы и продолжается строительство современного студенческого городка в столице. Достойных воспитанников выпускает и Горский кадетский корпус. Всего же в Ингушетии только в 2020 году было открыто 8 образовательных учреждений на 2564 ученических места. Речь идет как о садах, так и о школах. В 2021 году планируется создать 11 150 ученических мест. Таким образом, многие школы смогут перейти на односменный режим обучения. Объекты образования появляются и в самых отдаленных населенных пунктах. Новый Редант, Аршты и десятки других сел. Будем многое претворять в жизнь. Благодаря тому, что у нас проекты, они реализуются в нашей республике и до 2024 года, а там уже и продлится кое-что, наверное, до 26 и 30-х годов. Я думаю, что каждый ребенок будет находить в дошкольном образовании. И это ведь здесь воспитывается их прилежность, их подготовка к знаниям в школе. За последние 29 лет республика сделала огромный прорыв и в сфере спорта. Сегодня, если вот оглянуться назад и сказать, проделан огромный объем работы. Мы пришли из маленьких детей, которых мы воспитали, и они стали взрослые. Мы дошли от первого разряда, юношеского первого разряда до мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта. И воспитали олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева. Вот на сегодняшний день можно это уверенно сказать, потому что этот путь мы прошли. Открыли вот эту школу. По республике на ковре работало около
750 детей. По сегодняшний день по республике работает 3800 детей. Это уже большое количество, и результаты пошли. В прошлом году был реконструирован стадион имени Дьякова в Сунже. Его открытие приурочили к 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Грандиозное представление разделили на 3 части. Средства на празднование были выделены президентом страны из резервного фонда. Часть из них пошли на концертную программу и реконструкцию стадиона. Активно развивается и сфера культуры. В самых отдаленных селах региона открываются дома культуры. Также по поручению Махмуда Али Калиматова во все музыкальные учреждения региона, ДК, колледжи, студии искусств были закуплены музыкальные инструменты. Каждое учебное заведение получает в подарок практически комплект инструментов, которые необходимы для обучения музыке. Вот в частности, наш колледж сегодня принимает 8 фортепиано, причем не электроинструментов, а достаточно хорошие марки, достаточно хорошей цены. 2 рояля, чего за последние 20, а может быть, с моей бытности, это я уже больше 40 лет работаю, наверное, такого события, вот такого масштаба, такой акции, наверное, еще не было. Спорт, образование, сельское хозяйство, реанимация простаивающих объектов, помощь бизнесу и инвесторам. Среди главных направлений деятельности исполнительной власти с момента образования республики также была и стабилизация ситуации в финансово-бюджетной сфере. За последние 2 года удалось сократить госдолг с 12 до 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Его планируют погасить в течение нескольких лет. Если говорить о своих предприятиях, заводах и фабриках, то сегодня нашей республике есть чем гордиться. Швейная, обувная фабрики, завод по производству алюминиевых труб, сад-гигант. Это только немногие крупные и прибыльные предприятия региона. Они приносят доход республике в виде налогов и помогают снизить нагрузку на рынке труда. Кроме того, в республике реализуется еще 5 инвестиционных проектов. Крупный водный аттракцион для детей в Назране, промышленный тепличный комплекс в Троицком, оптово-распределительный центр Сунжа на 40 тысяч тонн, индустриальный парк, агропарк Сунжа и создание мясо-молочного комплекса. Если говорить о сельском хозяйстве в регионе, то руководство республики делает акцент на возрождении животноводства в Ингушетии. Махмуд Али Калиматов дал указание увеличить поголовье скота и как минимум обеспечить республику необходимым количеством мясной продукции. Возобновляется сельское хозяйство у нас, крупнорогатый скот, у нас овцеводство. Вы представьте себе, сегодня, где мы находимся, этот ГУП банкрот. Его списали уже. А сегодня, как и по нашим данным статистическим, и по докладу министра, руководителя, они не имеют ни одной копейки задолженности, ни налогов, ни по зарплате, ни кредиторки. И у них прекрасное будущее. Унитарные предприятия уже пополняются новым поголовьем. Всего за 4-й квартал прошлого года закуплено 3620 голов крупного и мелкого рогатого скота. В 2020 году ингушские фермеры реализовали около 8 тысяч тонн мясной продукции, при годовой потребности 32 тысячи. Около 17,5 тонн мяса крупного рогатого скота было роздано в преддверии и праздника Разговения Мархаш. Благотворительные акции в регионе проводятся Национальным фондом развития Ингушетии. Организация была учреждена по инициативе главы республики. Фонд призван оказывать поддержку малоимущим жителям, также оказывать материальную помощь гражданам региона в период пандемии коронавируса. Он призван решить те проблемы, которые правительство не может в рамках других направлений. В фонд поступают средства местных меценатов, бизнесменов. Еще одна важная задача, которая стояла перед правительством республики – реализация национальных проектов. Так проведено более 150 мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения республики. Всего в рамках национальных проектов и государственных программ в прошлом году введены в эксплуатацию 33 объекта социального назначения. В приоритете решение коммунальных проблем, обеспечение жителей бесперебойным электро-, газо- и водоснабжением. Это долгий и тернистый путь, через который пришлось пройти нашему народу, чтобы приобрести свою государственность. Пример того, когда народ сплоченностью и упорством пишет свою историю. А вера в светлое будущее приближает то самое счастливое настоящее. Амина Бокова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.